Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас, и, как я обещал ранее, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Начну с первого. Пишет Алихан Исламов. Ассаламу алейкум, Анзор. Ва алейкум ассалам. Начну с самого вопроса. Я чисто для себя хотел узнать, из-за чего твоя активация. По тебе видно, что ты не просто активировался, что тебе хотелось бы еще больше сказать, но держишь в себе, пишет Алихан. Ва алейкум ассалам, Алихан. Действительно, какой-то большой промежуток времени я не был активно, не занимался делами на публику, потому что работал над книгами, писал и пишу их сейчас. Это занимает большое время, потому что никогда не хочется спешить, тем более, когда касается таких серьезных моментов истории нашего народа. Ну и занимался другими проектами по преступлениям российской армии, по геноциду чеченского народа. Их жестокость, зверство, варварство. Вот. Все это я собираю уже 20 лет. И этот огромный материал нужно обрабатывать, собирать все еще. Сегодня происходят такие преступления. Так вот, я занимался этими проектами. Но когда российские пропагандисты, их марионетки, начали пытаться очернить имя моего отца, президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, и сыпались всякие оскорбления в мой адрес, даже упоминали имя моей матери, вот, и старались как-то очернить идею Ичкерии, то я уже был вынужден выступить и высказаться, сказать свое мнение, сделать поправки, что-то показать, что-то рассказать, то, что я делаю сегодня. Так вот, это было вынуждено, хотя у меня и времени-то не было. Ну вот и я пришел к тому, что мне нужно реанимировать проект Низам, канал Низам уже, вот, и выставить на публику факты. И в своих выступлениях я пытаюсь рассказывать о таких фактах, показывать их, и буду делать это. Вот. Ну и третье, что к такому шагу, чтобы я выступал публично, да, и критиковал этих предателей, скажу прямо. К этому подтолкнули меня некоторые люди тоже. И в последних, я считаю, что это наш долг, долг каждого гражданина нашей республики. Мы не должны забывать, мы должны напоминать. Тяжело все это вспоминать, говорить, тем более смотреть эти кадры, видеокадры или фотографии тех событий. Все это тяжело смотреть, но это нужно передавать нашему поколению, чтобы помнили, знали, что такое война, кто нам ее принес, кто принес, и хранить эту историю. Вот чем я и занимаюсь. Поэтому, как я сказал, мне пришлось активироваться. То есть выйти на публику. Хотя я эту работу никогда не останавливал. Работаю над всеми этими проектами уже 20 лет. Следующий вопрос. Алихан Исламов тоже пишет, кстати, он: Ассаламу алейкум, ва алейкум салам.
У меня вопрос, можешь ответить, если нет, то понимаю тоже. Тиркибаев Хампаш, кто он? В Азербайджане его видел, выступал, что он за нашего президента, говорил, что еще что он сам был эмиром. И еще вопрос, он был в Нордосте? Так, я начну с конца вопроса. Так вот, Тиркибаев Хампаш был в Москве, действительно. И, насколько я знаю, он занимался вопросом подготовки и касался этого. И у меня есть факты, подтверждающие то, что его в Нордосте, то есть в театре этом, не было. Там театральный центр был. Его там не было. К примеру, он выходит на связь 25 числа, пишет сообщение, выставляет свой телефон, вот вы это видите. И он пишет там, что сам был заложником в подвале дома у Кадырова. То есть его в то время поймали и держали в доме Кадырова, как заложника. Его выкупил, насколько я помню, Малик Сайдулаев. Так вот, я его знал лично, он когда-то работал в нашем канале, телевизионном канале «Путь президента» НЕК. И во время зарубежных поездок он находился с нами, он снимал встречи. Вот чем занимался Тиркибаев Хампаш. И, как я сказал, он не был в Нордосте, занимался вот такими вопросами, насколько я знаю, чтобы снять квартиру или деньгами. Вот. И он сам как бы не скрывал, что он помощник Малика Сайдулаева, вот, чьей кредитной картой он пользовался. Так, есть люди, которые это видели. И вдобавок я хочу добавить видео своего отца, который говорит про Тиркибаева Хампаша. يتيجح سيطرق تعاقني لشت بقوة تيل يبقوا استيل ربعنا تنخ تتي شردو سو تنخ شيك والر هرتون دابول بيلشان إشت يا عبد الحالمة يتحني تملوشو يتحني تملو كيغل خوشو شيطرق قميل دي ألا تن بقوة يليات بقويلات سؤال يقني يق يا مرتلوي هو خلقنا هو جهادنا بوق تشنبيا قماح كعولش نيس قوز سغاسقي كروانس قوزة سغاسقش دحيتيس دي الزلغة سغاسقش كاربول منافقش предательш Кадыров хан. Царь халят цадавиген царь дахятцес. Аси дахятца бахара. Сен богш ну царь кырванага целли горца. Я винву я кегвин дахкан. Хар парат тигр арвалар. Сундер sayıhtiyet şerk asmaslarga dabaq. İttirkim bay Хампаш. Из тахын муджаид вац, я тханак вац, я куазот не кахвац, из-за цу мострой муарвелла, и церу лаха и воин дюхалу, из ямарту, из предателю. И следующий вопрос. Ламали Дадаев пишет.
А кто при ЧРИ похищал людей? Уверен, это тебе неудобный вопрос. Навряд ли ответишь. Да нет, почему? Вопрос легкий. Об этом можно говорить, хотя это тема большая, и у нас достаточно фактов, чтобы доказать, рассказать, кто стоял за этими похищениями, за этими преступлениями. У нас есть эти факты. Так вот, к примеру, первое такое громкое убийство, преступление было совершено в декабре 1996 года. Как раз закончилась война. В те дни расстреляли врачей Международного Красного Креста. Это было в Атагах. Вот. И организатором этого преступления были российские спецслужбы. Но руками того работника ФСБ, полковника Адама Дениева. Вот. И в этом преступлении была задействована группа братьев Саидовых. Они подчинялись Адаму Дениеву, а Адам Дениев подчинялся ФСБ. Так вот, эти люди из числа банды Саидовых и банда Ямадаева, Сулима, они специализировались в похищениях людей. Они похищали людей, там Байсаров был, были другие, Дашаев. Недавно обсуждалась тема про Дашаева тоже. И много других, там список большой. И эти люди, все люди, они подчинялись Москве, то есть ФСБ. И делали все, чтобы дискредитировать руководство Ичкерии. Но я помню, как наше руководство, президент Чеченской Республики Ичкерия, выступал с обращениями к Москве, где призывал их работать совместно, чтобы остановить их, преступников. Но Россия не была так заинтересована в этом. Вот, к примеру, текст из обращения к руководителям России. Наш президент пишет: «Я официально приглашаю авторитетные международные правозащитные организации к проведению независимого, тщательного расследования проблемы похищения в ЧРИ. Готов предоставить любые документы, обеспечить показания любого должностного лица или гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Мы не боимся разоблачения, мы хотим этого независимого расследования. Оно покажет, что корни работорговли в российской военщине в ее спецслужбах». Вот что говорил Масхадов. Но это было невыгодно России, невыгодно, потому что Россия этим и занималась для того, чтобы дискредитировать власть Ичкерии, чтобы начав новую, вторую русско-чеченскую войну, у них были какие-то предъявления. Вот, мол, чеченцы похищали людей. Но не говорили, по чьим приказам. Так вот, и эти люди, которых, к примеру, я назвал, я могу еще называть и называть, потом почему-то, когда началась Вторая русско-чеченская война, оказались в стане Кадырова, там, России. И спокойно разъезжали в Москву, встречались там с высшими там чиновниками России, и никто их не останавливал, не сажал в тюрьмы. Вот. Эти люди работали на спецслужбы России. Они и занимались. На этом канале выставлял видео, где показываю одну группу, которая занималась похищениями людей, убийствами, жестокими убийствами. Вот. Эта группа людей подчинялась спецслужбам, имели звания, оружие. Вот. И
они убивали мирное население, чтобы шел такой слух, мол, идут преступления, есть преступления, вот здесь убивают. Вот эта группа занималась этими преступлениями. То есть Россия, их спецслужбы готовились к войне. Им нужна была почва, им нужны были причины. Вот, они и готовились к этому. Но я хочу еще подчеркнуть, что было бы хорошо, было бы справедливо говорить о сегодняшних преступлениях. Какие преступления были совершены Кадыровым, тем же Ямадаевым, вот, и другими. Вот. И я еще могу сказать, что каждый командир какой-то группы, спецподразделения Кадыровской армии, вот, имеют свои, по сегодняшний день, имеют свои базы, камеры пыток, где людей пытают, членят, издеваются не только над мужчинами, но и женщинами. Вот. И там проводят такие пытки, о которых мы вообще никогда не слышали. Представляете, вот, если ставят мужчину и перед ним издеваются над его сестрой или женой, унижают. Вот. Такие пытки, психологические пытки. Об этом надо говорить. Но никто не прислушивается к призывам, к нашим, например, призывам или призывам правозащитных организаций. Ни у кого нет интереса, чтобы расследовать такие преступления. Но в России это будет сложно во время путинского режима. Так вот, следующий вопрос. Ислам истина. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Сразу к вопросу. Мой вопрос, Анзор. Я слышал, что ты написал книгу. Можешь рассказать о ней? И будет ли она на русском языке? Пишет Ислам. Ислам. Да, действительно, я написал книгу. Она вышла на норвежском языке. Называется «Борец за свободу. Мой отец, чеченский президент». Вот она. Это первая обложка. И эта книга вышла только на норвежском языке. Я ее писал на норвежском. Но норвежское издательство решило вырезать какое-то количество страниц, чтобы подвести эту книгу под норвежский формат. И много фактов, много чего туда не вошло. И поэтому я работаю над другой книгой, добавляя все новые факты, которые я получил даже буквально недавно, год тому назад или 3 года тому назад, примерно так. Вот, и скоро будет другая версия книги, полная книга, на русском и английском языках. Вот, и следующий вопрос. Дни Осдой, тут сложно читать даже, пишет. Ответь мне на мой вопрос. Скажи, почему во Франции избили арабы юношу, там съехались со всей Европы и заступились. Это хорошо. Теперь вопрос. Почему унизили Салмана Тепсуркаева? Группа людей по пальцам пересчитать можно, открыто осудили эту мерзость, а в сравнении с избиением арабами юношу во Франции и унижением Салмана, то конфликт с арабами – это ничто. Я скажу так. Мы перестали бояться Аллаха. И не переживаем за свой народ и за честь своего народа. Я скажу так прямо, хотя это звучит так, что многие решили
поймать вот такую нейтральную позицию и бояться халуев, кремлевских халуев. Ну, конечно же, они боятся их методов, вот, будут издеваться или оскорблять публично их родственников, поэтому, да. Но как-то сложно кого-то сейчас призывать к каким-то действиям. Для меня это очень сложно. И поэтому призывов никаких не будет. Но я хочу спросить у вас, как вы думаете, что нам делать, если они посягают на честь нашего народа, на честь женщин? Мы все знаем, какие у них методы, что они делали. И то, что они сделали буквально недавно с Салманом Тепсуркаевым, это происходило в тех тюрьмах, о которых я называл, на этих базах. Вот. Ихние методы. Я думаю, что мы должны выходить, мы должны говорить, обсуждать, мы не должны забывать, мы должны поднимать эти темы. Таких случаев много, когда убили, к примеру, они совершили убийство в Берлине, или в Австрии, или в Турции, в Азербайджане, или в других местах. Мы быстро забываем то, что с нами делали. Сегодня будет один, на следующий день будет другой. Мы не знаем, кто будет следующий. Вот. И мы должны бороться за наши права и за честь нашего народа. Считаю так. И стараться сделать все, чтобы призвать этих нелюдей к ответу. Придет же один день, придет. Хотя они забывается, что Аллах Всемогущий может все так перевернуть, что они сами не заметят этого, и что наступит в один миг, наступит момент, когда им придется уже отвечать. И они говорят, они даже вот пытались оправдаться, потянули всех людей, собрали в мечети, когда они стали оправдываться. Как говорится, и грех, и смех. Мол, Тепсуркаев Салман там выступал против женщин, чеченских женщин, хотя он не о всех женщинах говорил. И такие методы, да, неприемлемы. Я против таких методов. Конечно, женщина есть женщина, мать, сестра, дочь. Вот. Но когда они стали оправдывать свои действия над Салманом Тепсуркаевым, то это уже лицемерие. Лицемерие. Это показывает, что они не боятся Аллаха. Не боятся. Потому что они же совершают такие же высказывания, делают, совершают такие преступления, когда трогают, унижают чеченских наших сестер, матерей. Вот. Это их методы. И как я раньше говорил, ни один чеченец и даже человек, который считает себя человеком, не пойдет на такой поступок, на такое преступление. Следующий вопрос. Константин Карданович. Вот. Анзор, когда кремлевские преступники убили нашего президента и твоего отца Аслана Масхадова, ходила среди людей такая молва, что якобы его вытягивали на равнину обманным путем под предлогом проведения каких-то переговоров. Непонятно. Нет, это ложь, это неправда. Не было такого, потому что его передвижение с гор в Толстой юрт, когда он решил выбрать именно это село, это произошло в ноябре, в октябре. Вот. И он находился там пару месяцев, потому что он был уставшим, он болел, и ему надо было отдохнуть и прийти в себя.
Вот почему выбрали как бы спокойное место. Они в то время даже не шла речь о переговорах, что возможно будут переговоры, поэтому это неправда. Я узнал от отца нашего президента о том, что будут переговоры, что будет остановлена война только в январе 2005 года. И поэтому тут речь не может идти о том, что его вытянули как бы на равнину обманным путем. Да кто обманул? Да никто. Следующий вопрос. Джонни Ман. Объясни момент про Урус-Мартан, про комментарий, что Аслан боялся проезжать там и так далее, то есть через Урус-Мартан. Нет, это обычно пропаганда больных людей. Провокации были, но мы ездили и бывали везде. Могу еще рассказывать, но мы бывали везде. Вот, ну, это звучит смешно даже, вот когда они пытаются вот упрекнуть Масхадов, мол, там были какие-то банды, что Масхадов боялся поехать туда и сюда, в какие-то села, да, чушь какая-то. Скажу другое. Почему Завгаев, к примеру, боялся высунуться из аэропорта в Первую войну? Все это знают, да? Почему, например, Кадыров боялся проехать через Цоцинюрт, не выходил из своей администрации? Почему проводились зачистки, забирали молодежь, убивали их? В этих селах по пути с Хосиюрта в Грозный, это Мескерюрт, это, скажем, Цоцинюрт, Курчалой, много сел там. И постоянно там проводились зачистки. Я вот буквально недавно даже выставлял видео, где люди рассказывают, почему и кто стоял за этими зачистками. Я считаю, как и говорят эти люди, мирные жители Ичкерии, что зачищались эти села от молодежи, которые могли бы взять оружие, могли быть опасны этому режиму. Я так считаю. Наш президент Масхадов воевал против России, против ядерной державы. Поэтому говорить, что он чего-то боялся, это неправда. Он воевал против российских оккупантов. И люди, которые были с ним, и во время Первой войны я сам был свидетелем, как когда не хватало этого духа у нас, да, мы уставшие, что если мы пойдем в атаку, то будут жертвы. Ну, бывает такая ситуация во время войны. Он встает, достает свой пистолет и кричит нашим воинам: кто, если вы мужчины, вставайте, мы пойдем в атаку. И из-за этой атаки взяли воинскую часть, и жертв среди наших не было. Именно во время атаки. Например, такой был человек. Но еще я добавлю, почему, например, когда Кадыров, он в то время был в Москве, в октябре 2002 году, когда Бараев, Мусар Бараев сказал, что готов отпустить 50 человек, если к ним придет Ахмад Кадыров. Когда Мусар Бараев сказал такое, это сообщал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», кажется, он внутри этого здания, она находилась внутри этого здания Нурдоста, и через нее передали такую информацию, что
Мусар Бараев сказал, что если Кадыров войдет в это здание, отдадут 50 заложников. И все это заметили, все об этом в то время говорили, но я напомню, Кадыров сел на первый самолет и прилетел из Москвы в Грозный. Вот. И они будут говорить о трусости Масхадова, да? Если вернуться к тем событиям, которые произошли в Беслане, Масхадов, наоборот, был в пути и предлагал решить этот вопрос, вызволить детей. И всегда говорил, что он против таких акций. Он был военным человеком и придерживался такой линии, что соблюдал правила ведения боевых действий, отдавал военнопленных живыми и призывал своих воинов воевать именно против военных и остерегаться таких действий, что если где-то кто-то из мирных жителей может быть ранен или убит, не стрелять, не взрывать. Эти видео можно найти на канале Низам. Так вот, я сейчас хочу поблагодарить вас. Спасибо. До свидания.